Ну, вот фотографии, видите, это вот то, что в санатории Чувашии в лесу стоят, что собственно, я являюсь руководителем ежегодного симпозиума скульпторов, который проходит в санатории Чувашии весной. Каждой весной вы можете там все это глядеть, разглядывать и участвовать. Вот. Там где-то 140 скульптур. Вот теперь мы сейчас вот, с помощью студентов и их руками вылепили эти скульптуры, они, конечно, 3-метровые, 4-метровые, но их вылепили вот в мелкой форме, маленькой форме. Да. Это мелкая пластика называемая. И вот представлю впервые вот, в выставочном зале современного искусства и вот в обрядовом зале Национального музея. Вот это обрядовый зал. Да, вот эти студенты, конечно, вот меня Светлана Медведевна спрашивала, она здесь работает, у тебя все студенты, говорят, такие хорошие? Я говорю, вот секрет в том, что когда они, я уже преподаю 11 лет, в ЧГУ преподавал, потом вот в Институте культуры, я всегда, вот я ей говорю, секрет в том, что когда начинают они изучать свою народную культуру, все становятся уже как бы лучше, добрее, потому что они связываются с своей культурой, культурой своих предков, это их сестры, братья, отцы, деды, прадеды. Это же не я придумал, это я как бы как преподаватель даю возможность это изучить, потом мы сопричастны, сопереживаем этому, и у нас создаются такие работы. Это все связано с нашей мифологией, сказками и так далее. У нас уже началось, что ли? Нет, ну просто они потом, они такие студенты у нас шустрые, сейчас посмотрят и начнут тихонько расползаться. Вот пока они все вместе, мне хотелось... Здесь секрет в этом. Как бы, если вы начнете изучать свою родную культуру, это значит своих бабушек, дедушек, я не говорю, моих изучайте. Нет, у вас своих хватает, там полно у вас родных. Будете изучать их, они все какие-то интересные. Они все как-то вот вас одухотворят, честно скажем. Вы станете лучше, красивее, умнее, вот, как-то интереснее, когда с парнями будете говорить. Да, например, если вы расскажете свое родословное, он сразу задумается. Да, задумайте, что лучше брать, такие интересные, это трудно найти, скажем. Вот, вы, вот, честно скажу, начнете что-то делать, и что-то, вот, у вас что-то будет получаться, и появляется радость от наших предков и нашей культуры. Вот. Потому что они начинают на вас влиять в лучшую сторону. Николай Михайлович, девочки интересуются, что за знак у вас на Да, это знак Солнца. Это знак Солнца, это вот, вы знаете, да, все вокруг Солнце крутится, да? Солнце оберегает нас, вот, она греет, да? У нас настроение лучше, когда солнце. И вот наши древние предки везде, на наличниках, на воротах, везде изображали солнце. Почему? Потому что в древности, у нас вот на гербе вы видите 3 солнца, да? Была такая легенда. Это вы можете в интернете. Это мы будем изучать, не рассказывайте, а то и на занятиях. Вот, в общем, предки заповедовали везде делать, изображать солнце, чтобы угодить солнцу. Потому что без солнца нет жизни. Вот поэтому я на себе вот ношу такой знак солнца. Вот, это как оберег, как защитник. Ну, символ матери. Мать обогревает нас, она ждет всегда, да, домой. Мы вокруг матери крутимся всю жизнь. Вот. И это символ матери, может быть, так тоже можно сказать. Мать оберегает, а отец защищает. Примерно такой символ. Николай Михайлович, можно я встряну? Вот, девочки, смотрите, Николай Михайлович, он такой весь заслуженный, знаменитый, у него вот ученики. Вот смотрите, Настя. Да. Она в этом году закончила Институт культуры, и она нас сюда с вами пригласила. Она талантливая очень. И Катя. А Катя закончила в прошлом году тоже Институт культуры. Они вот в годы учебы увлеклись культурой, увлек их Николай Михайлович. И вот видите, вот сегодняшняя
выставка состоялась благодаря вот такому тройственному союзу преподавателя и его студентов. Вы познакомились с Это те, выдающимися. которые пожелали. Да. Ну, там еще есть студенты, которые не менее... Маша? Да, очень... Традиционно-обрядовый зал, который служит не только для посещения туристов, там, интуристов, а для посещения учеников, учащихся, студентов. Здесь мы проводим занятия, уроки. Но и здесь также мы проводим обряды чувашские, традиционные старинные обряды. И в этом же зале мы сочли уместным открыть такую выставку. Она, может, и небольшая, но она, посмотрите, как хорошо вписалась в тематику, да, нашу чувашскую национальную. Сегодня действительно необычная выставка. Такой выставки у нас еще ни разу в музее не было. Здесь представлены, экспонируются, это уже, можно сказать, действительно экспонаты музейные, такие шедевриальные вещи, такие шедевры, которые выполнили студенты, вернее, выпускники теперь уже, да, нет? Да. Это выпускники Института культуры, студенты, ученики, это можно сказать с таким правым словом, ученики Николая Михайловича Болтаева. Здесь отдельно нужно остановиться, наверное, на личности Николая Михайловича Болтаева. Вы все его прекрасно знаете, это известная личность, это знаковая личность нашей республики, я бы даже сказала, в России. Их действительно, таких людей можно сосчитать по пальцам. И вот Николай Михайлович Болтаев, заслуженный художник, у него много регалий, но дело не в том. Мы с ним сотрудничаем уже давно, вот начали. А первый, когда он начал преподавать, и раньше мы его знали, но знали как художника известного, выпускника Петербургского, там, Ленинградского тогда, ну, знали, что такое есть Болтаев. И вдруг он, значит, стал преподавать. И вот когда мы с ним познакомились, он нас познакомил со своими работами и выпускницами, первыми дипломницами. И вот наша выставка, которая сейчас известна, можно сказать, во всем мире, «Народ в серебряном одеянии». Кстати, вот мы на следующий год собираемся ее вести в Крым. У нас есть такая заявка, программа. Начиналась с Николая Михайловича Болтаева, потому что его выпускницы, его дипломницы сделали работы, 6 тогда было костюмов, амазонок, в общем, древних чуваш, Волжской Болгарии. И это был какой-то, знаете, прорыв. Такого никогда не было. И с этой выставкой, которая была база Николая Михайловича работы, его девушек, и наша музейная коллекция, у нас есть тоже такие шедевриальные экспонаты, как 18-19 века, мы их стали возить по не только Чувашии, по России. По Чувашии-то как раз, наверное, и мало мы возили. Мы были в Казани, мы были в Москве, в Санкт-Петербург возили выставки, в Ульяновске были. Вот здесь стоит представитель, кстати, приехал на эту выставку, девочек, представляете, вот авторы, где они так вспомните стоят, можно было бы их вперед. И Олег Мустаев, это тоже известная личность, это наш, как говорится, земляк. Он долгое время возглавлял чувашскую диаспору, тоже известный по всей России, потому что когда встречается чувашская диаспора, все спрашивают, а где Олег Мустаев, где там из Ульяновской области? Вот он сегодня приехал. Представитель Чувашского национального конгресса, очень отрадно, что вы тоже сегодня приехали к нам. И пришли, вернее, к нам тут рядом. И, конечно, студенты, молодежь, которая должна учиться на этих работах. И я к чему начала, вот то, что первые были, да, дипломницы, и сейчас вот опять дипломницы, и вот такие великие работы делают. Это вот о чем говорит? Это, наверное, преподаватель все-таки свою душу вложил, вкладывая. Вы действительно, Николай Михайлович, молодец, спасибо вам. Он автор работ, которым гордится наша даже Россия, потому что вот санаторий Чуваш, вы, наверное, слышали, там целый этнографический парк, его прекрасно знают, когда вот мы ездим тоже в командировке, бываем, и говорим, что вот мы из Чуваши, а у вас там санаторий Чуваш, а у вас там этнопарк, у вас санаторий Чуваши, то есть в других городах вот известны вот ваши работы, и многие говорят, а там вот как ему фамилия Болтаев, такая интересная ведь фамилия. Вот такие вот случаи бывают, знаете, очень приятно и отрадно, что вот это знают наш этнокультурный, этнографический парк. И сегодня здесь вы видите вот работы, выполненные руками вот этих чудных девушек, это Зимина Настя, а то я могу фамилию, и Борзова Катя. Можно на вас, девочки, посмотреть? Посмотрите сами-то, какие они красавицы. Вот, ну, повернитесь, покажите, идите ко мне. Вот эти две чудесные девочки, ученицы Николая Михайловича, уж не вызываю, но хочется рядом постоять с такой вот красотой. И вот этими чудесными руками и чудесными мозгами, идеолог, главный идеолог-то все равно Николай Михайлович, выполнены эти работы, эскизы, и по этим эскизам стоят уже несколько скульптур. 130
Слышно? более 130 уже там скульптур находится, и некоторые будут в дальнейшем воплощены. И поэтому для нас действительно такое отрадное, радостное событие и для нашего музея, и не только для музея, и для работников культуры, и для нашей общественности, и прежде всего для студентов. Я думаю, мы на этой выставке будем работать. Вот сегодня должна была вот группа быть, вот пришла экскурсовод, и вот нам надо теперь с ними поработать, их научить, что там говорить, и какую-то экскурсию проводить, и так далее. То есть работа будет продолжаться. Но, может, кто-то слово... Я, в принципе, уже закончила, закругляюсь. Может, кто-то еще что-то скажет? Может, вот из Чувашского национального конгресса вы представьтесь, потому что я вдруг неправильно назову по имени. Ну, на самом конгрессе, да, Большой совет. Так-то я по приглашению моего друга Микуч. Меня зовут Тимер, я президент фонда поддержки чувашской национальной культуры, фонд СУВА. И девочки мне очень даже знакомы, потому что, зная Микуч 20 лет, он хотя и по возрасту моложе, чем мы, но тем не менее мы преклоняемся не только перед его талантом, а вообще перед его мы ценим прежде всего как гражданина, и как патриота. Вот, и даже вот сейчас вы говорите знак солнца, вот видите, у нас знак солнца у всех, хотя мы внутренне это знали, и, как он говорит, и наоборот, везде это солнце присутствовали, но, ну что сказать, хотя мы все с высшим образованием изучали и Древнюю Грецию, историю Древнего Рима, историю КПСС мы совершенно знали, во всей философию, а вот то, что, оказывается, у нас были и есть свои боги, и свои традиции, я, вот, честно говоря, понятия не имел. Вот познакомился Микуч, Баскевити, знаете, наших патриархов. Ну, вот наша вот интеллигенция, вот, у нас так голубая кровь по-другому. Мы пошли по пути бизнеса, а вот они взяли и на своих узких или широких плечах вот эту телегу тянут, так что сколько я вижу, вот, и они стали являться, сколько же у них мужества, самозрения и преданности к народу. Они не пошли по легкому пути, и они из совет, но тем не менее, вот эти вещи, конечно, то, что он делает, это вот стол, вот, священный юба. Мы же чуваши глубоко толерантны. Конечно, все религии уважаемые. Другого не может быть в нашей великой России. Но в то же время мы же солнцепоклонники. У меня бабушка, вот, и я видел, я наблюдал, как это все это творится. Но я не знал, что это так глубокие корни у нас. Вот бывают чуваши, как вы говорите, там же мы иностранцы, вот я недавно с турками там был, и до этого мне немцы говорили, они просто потрясены. Вот, и, наверное, роль искусства в этом заключается, потому что вот будущие наши мастера, и вот возьмите Восток, да, Китай, Япония, наверное, тоже они рисуют яблоко, наверное, рисуют сирени, ромашки, это тоже, я же не говорю, что не нравится, так, поймите меня правильно, но у нас же есть свое, чисто вот свое, вот эти вещи никто не сделает, ни Владимире, ни Суздале, ни Москве, ни Китае. Вот вы это нашли, давайте творите вот это, тяните вот это дело. Кстати, у нас Потому можно что... садиться, да, присаживайтесь. А мы вот чем можем помочь? Я вам тогда сказал, давайте наш фонд сотрудничает с торгово-промышленной палатой. Знаете, Владимир Кустарин ведет, вот здесь у нас есть место, вот и такие вещи, исключительные вещи. Вы же еще, кроме этого, нужно зарабатывать же. Вы же раз пошли по этой колее, конечно, вы больших денег не заработаете, но имейте в виду, и Косо, и остальные, они же, в принципе, в жизни были бедные. Я не хочу на вас это обрекать, поэтому со своей стороны вот я готов помочь, сотрудничать, пожалуйста, я вот без процентов, без ничего, давайте, значит, приходите, какие-то вещи эксклюзивные, я сам готов идти, пробегать, чем можем, поможем. Поздравляю вас с таким мастером, у вас блестящее будущее. Если у него сыновья, сейчас он Европу берут, вы знаете, да, что они говорят, Чехии. Ну, как бы не покидайте, пожалуйста, Чувашию, давайте здесь же, они тоже вернутся сыновья, я знаю, и давайте вместе будем развивать родную Чувашию. Я хочу представить своего друга Мустафа Валерий Николаевич, он, да, лидер Чувашского общественного объединения не только в Ульяновской области, а и по всему Поволжью знают, тем более сейчас доверие лицо Путина, он поселил скромно, не скажет вам, это доверие лицо Путина по Ульяновской области, и сопредседатель там Народного фронта, Валерий Николаевич Мустафа, тем более земляки, ящички. Девочки, с меня еще подарок. Свидание на его. Спасибо. Я всегда Джаван Чувашова, что Аван салам. Потому что, не знаю, вот, я сегодня только узнал,
что состоится такое мероприятие, и мне стыдно не приехать, тем более я Колю Болтаева знаю с детства, теперь уже Николая Михайловича, и многие наши художники, скульпторы, ну, бывали на тех мероприятиях, которые Николай Михайлович организовывал в санатории Чувашия, участвовали в конкурсах, сам привозил, но вот самому лично мне как-то, и, наверное, и к моему стыду, как-то не пришлось участвовать ни на одном мероприятии, где посвящено Николаю Михайловичу Болтаеву. Во-первых, я хочу сказать ему огромное спасибо. Я знаю его 1980 года, год Олимпиады. Мне насильно направили родители, родственники в школу-интернат номер 3 на музыкальные классы там. Коля на 10 классе учился, я в 8. Владел по-русски очень плохо, только с поля, с лошади. И письма пишут ребята. Ну, я убежал оттуда, полгода отучился, а Николай мне в то время опекал, где магазины, где что, никому не давал обижать. И вот весьма благодарен. Потом уже как-то стал на тот путь, который выбрал Николай Михайлович. Ну, Тимур Геннадьевич говорил, я возглавляю Ульяновский областной Чувашский фонд, являюсь главным редактором национальной телепрограммы уже много лет, 25 лет, когда мне партия меня направила работать. Николай Михайлович, вот в мире культуры такой Чуваш не знаю, вы один. И не только я, наверное, нет, я не знаю, позвольте мне, вы сами скажете свои мысли, в таком направлении вы один. И один вы стоите многих. Потому что сейчас есть среди артистов много звезд, там говорят, я звезда. Я, например, никогда не услышал от нормальных людей, что он звездой себя объявляет. А среди художников тоже есть там, я хороший, я плохой. Я знаю, мирового уровня пока у нас 5 человек из художников. А в таком направлении вы один. У нас есть в Ульяновске ваш друг Виктор Аванмард. Да, вот авангардизм, это тоже в мире, он его придумал, он его развивает, у него очень много друзей и соратников. Спасибо тебе еще за то, что поставил меня на такой путь. Вот, более 30 лет, сейчас уже в деле духовного и интеллектуального возрождения нашей нации, и направления у нас правильные, и тем более сейчас, особенно в данный момент нужно знать, что такое дружба народов, что Россия неделима, и через культуру, я думаю, это все передается и в экономику, и в другие русла. Вот, не знаю как, у меня дома частный музей, я с 6 класса собираю старинные вещи тоже, вот это я бы прямо сейчас купил, если продается. После окончания выставки. Я договорюсь и обязательно его куплю. Спасибо за приглашение. И любые мероприятия, к сожалению, мы в последнее время узнаем только через СУАР-фонд Тимура Геннадьевича Тяпкина. Как-то другие организации много, но работающих мало. Спасибо Тимуру Геннадьевичу. Он утром прямо после планерки позвонил мне и говорил, я вот приехал и успел. Удачи вам. Сый күндер Чуваш қалаға. Садам ба далашқа дұржаған нумай бак тіре қалысы. Светлана Георгиевна, скажите? Нет, мы давайте сейчас представим слово завкафедрой, той кафедры, на которой преподает Николай Михайлович. Да. Скажи, у нас Наталья Ивановна Баскова. Ваше впечатление? Меня зовут Наталья Ивановна Баскакова, и я работаю на кафедре народного художественного творчества, заведую. Мне посчастливилось работать с таким гениальным человеком, как Николай Михайлович Болтаев. Работать, сотрудничать и дружить, можно даже сказать так. И я считаю, что то, что делает Николай Михайлович, это великое дело, это сохранение традиций, это возрождение традиций, приумножение, развитие. И то, что он делает, вот это великое дело, оно значимо не только для Чувашской республики, и не только для России, но и для всего мира. И, естественно, хотелось бы поблагодарить вас за таких великолепных учениц, пожелать вам удачи, плодотворной работы. И нам с вами, я надеюсь, девочки будут продолжать ваш путь, чтобы ваш путь освещало солнце. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
преподаватель уже этого вуза, да? Да, в Институте культуры я вот в прошлом году меня пригласили первый раз. И сразу группа попалась такая уникальная, где вот была Маша Зимина. Катя на год раньше закончила, но знаете, Наталья Ивановна ее оставляла на кафедре. Но она не осталась, она решила заниматься вот творчеством, искусством. И как видите, это не успешно получается. А с Настей мы работали год. Я у них много предметов вела, но вы не представляете, насколько это талантливая девочка. Все, что она не делает не как все. У нее свое видение, своя идея. И работы получались выдающиеся. И открою вам секрет, сейчас пришла на работу одну ее куклу народную украли. Представляете, кому-то она так понравилась, Наталья Ивановна, что со стенда одна кукла пропала. И сделали ее именно Настя. Там была кукла Тильда в национальном татарском одеянии. Правда? Вот. То есть мне было удовольствие вот работать с Анастасией. Я благодарна Николаю Михайловичу, что он вдохновил этих девочек на такие подвиги. И надеюсь, что это у них первая выставка, это начало, и все у них еще впереди. Мы желаем вам творческих успехов. Девочкам моим, студенткам с педуниверситета, они будущие учителя начальных классов, я надеюсь, тоже все очень понравилось. Посмотрите, ни одна не убежала. Им интересно, они смотрят, сидят, слушают. Спасибо вам, девочки, большое за то удовольствие, которое мы сегодня получили. В решении Насти скажут, что вот ворованные работы потом появляются на международных аукционах. Такие. Да. Меня очень расстроилась, я надеялась, может, Настя ее взяла. Я спрашиваю, она говорит, нет, я еще Это как предметы из Эрмитажа пропали, и потом появляются на мировых аукционах. Так что Настя будет читать, смотреть. Кто еще хочет выступить? Кто у нас желает? Все, да? Я вам скажу. Да, слово, дорогие наши, ответное слово. Ну, orada dediğimiz kaçta, bunda şakura vakildir, порядок, стиресал млады, порядок, чагамбега семья курнажа. Ну, всем скажу спасибо, что пришли, и впервые видите вы уникальные работы, вот, которые созданы нашими сказками, вот, когда обогатились мы нашими сказками, легендами, мифами, и вот они появились уже вот, прям наглядно перед нами. Конечно, вот надо в первую очередь сказать спасибо нашим предкам, что они оставили нам огромную, такую интересную древнюю культуру. Наша задача преподавателей и студентов, конечно, вот эту культуру древнюю, богатство, это вот нечеканно донести или переформатировать, или как-то донести до наших дней. Потому что сейчас мы вот, пример такой, на телеге же не ездим, конечно, в деревнях, но там уже это очень мало, даже телегу меняют, колесо другие вставляют, да? Едем уже на машинах и так далее. Ну, принцип тот же, куда-то надо и доехать. Также наш мир, он очень прекрасен, интересен, но когда рождается ребенок, он хочет понять, как это устроен мир. И вот наши легенды, мифы, они объясняют, как человеку здесь, вот в этом мире, не потеряться, а остаться вот, таким человеком, который очень интересен людям. И он не потерялся в этом мире, а стал значимым. И вот наши матери, например, если нас видят, хорошими, здоровыми, добрыми, только из-за того, что мы приняли эту культуру, родную культуру. Например, трудно в каких-то ситуациях, например, да? Вот мы можем, например, вот пример такой очень хороший. Вы вот молодые, выйдете замуж, естественно, появляется ребенок, да? И вот надо его воспитать, правильно воспитать. У кого будете спрашивать? Естественно, у матери, у бабушки, какие болячки или что-то такое, там зубки режутся, что делать, кто помогает? Они. Естественно, вот эти сказки, легенды, они нам помогают в жизни и быть интересными. Вот у нас в Институте культуры очень хороший коллектив, он потихоньку складывается. Естественно, у нас самое интересное, это кто это
вот, содействует этому всему. Это завкафедры Наталья Ивановна, она очень к этому хорошо относится. Это полдела. И потом вот все это переходит к студентам. Студентам это очень нравится, естественно, потому что они непосредственно изучают свою культуру, родную культуру. И потом создаются вот такие работы. Это вот уникальность этого явления именно в этом. Не то, что я там такой-сякой, нет. Именно наша культура, она заражает как-то в хорошем смысле слова. И мы начинаем в этом как бы вкладывать душу свою, иначе она, вот, как бы вот эти работы, они не могут возникнуть. Эта работа началась, конечно, давным-давно, когда моя бабушка мне что-то рассказывала. Я всегда спрашивал, почему так? Почему, например, солнце до обеда медленно поднимается, после обеда быстро? Почему? Она говорит, вот, потому что до обеда бык тянет это солнце на себе там, а после обеда уже на Аргамаке, на Аргамаке. Поэтому быстро. И вот здесь вы можете увидеть. Да. И вот там много вот этих сказок, присказок и так далее. Вы, наверное, просто не замечали, но если будете как-то интересоваться, это можно везде увидеть. Вот. Поэтому им огромное спасибо и им поклон. И вот непосредственно вот девчонкам я хотел бы сказать им огромное спасибо. Они в этом году участвовали в санатории Чуваши на симпозиуме скульпторов, который организует Юрий Леонидович Симонов. Ему огромное спасибо, потому что он делает для своей родной культуры очень много. Уже 15 лет он помогает нам, скульпторам нашего союза, Чувашского союза художников. Каждый год представляет очень хорошие условия, возможности, чтобы мы могли творить именно то, что мы хотим. Вот он говорит, что угодно делайте, но, естественно, в рамке, что ты им скажешь. Ну, сказки, легенды, мифы. Вот только свои родные. Мы за 15 лет там создали где-то около 140 скульптур. Вы можете там быть, там уже получается два парка. Это парк, этнокультурный парк Сувар и парк, связанный с любовью нашего народа. Вот там связано только вот именно отношения мужчины и женщины, там любовь, семья и так далее. Там уже где-то около 20 скульптур уже стоят. Это вот на другой стороне дороги. Вот. И мы, я предложил, естественно, вот эти скульптуры решили сделать малой формы. За 2 недели по 10 работ. Здесь у нас, наверное, не 20 скульптур, да? Больше? В общем, каждый год мы здесь, ну, в санатории Чуваши мы хотим проводить. Вот у меня еще 20 скульптур, они созданы предыдущими скульпторами. Здесь, к сожалению, не хватило места, но потихоньку собирается работы. И опять хочу сказать хвала своим предкам и нашим предкам, потому что если бы не они, то, естественно, этого богатства, к сожалению, не было. Поэтому изучайте родную культуру, потому что она только одухотворяет, улучшает. Ну, соседи лучше становятся, и вообще в жизни становится интереснее. Вот им огромное спасибо, девчонкам, то, что согласились, и вот им хотел бы я представить слово, но до этого сказал бы огромное спасибо Светлане Витальевне, потому что она заметила, это тоже очень важно, и предложила такой шикарный зал. Я остальное ничего не видела. Да. Хотя это была выставка Союза художников, Да. Вот Чуваши, картины. Валентин тоже, вот наш председатель, очень Да. вот, согласился, к этому, очень здорово к этому относится. Поэтому тоже спасибо. Вот. И вот и вам спасибо, что пришли. Вот. Всем огромное спасибо. Есть концерт. Вот девчонки, Если слово. вы можете сказать, пожалуйста, и потом сразу представить себя. Ну, в самом начале хочется сказать, конечно, огромное спасибо институту, в который мы поступили и познакомились с этими удивительными людьми. Вам большое спасибо. И, конечно,
Михайловича. Удивительный человек, все сказали, какой удивительный. И вот мы когда познакомились, мне все казалось, ну вот, кажется, один год знаешь преподавателя, да, кажется, там много знает, уже много сказал. С Николаем Михайловичем встречаемся довольно часто, и каждый раз что-то новое говорит. И думаешь, ну вот уже, ну все сказал. Нет, а приходишь еще говорит, а вот предки говорили, а вот в нашей культуре вот так вот. И всегда вот Николай Михайлович преподносит информацию как-то по-новому, как-то интересно. И самое главное, актуально вот наша культура, с которой мы познакомились, она была не тогда, когда-то давно, а это какие-то вот непреложные истины, которые не устаревают. Вот он говорит, да, и прикладываешь это все на нашу ситуацию, на сегодняшний день. И все, что Николай Михайлович говорит, оказывается очень нужным и полезным. То есть любая ситуация, вот он для нас не только преподаватель, но и друг, и вообще учитель во многом. Я думаю, с Николаем Михайловичем мы будем сотрудничать и дальше. Я надеюсь, если он уезжает. Спасибо большое всем, кто пришел, кто за это уважение, за это внимание, за это время, которое вы нам уделили. Ну, я думаю, наша выставка не последняя. И дальше будут очень работы. Спасибо большое, что вы пришли, откликнулись на наше приглашение. Спасибо большое, Наталья Ивановна, лично вам за то, что вы держите нашу кафедру, делаете наш институт лучше. Спасибо большое нашим всем мастерам за тот опыт, который вы нам передаете. Спасибо большое нашей группе поддержки. Это наши выпускники Института культуры, с родителями даже. Спасибо большое нашему вдохновителю, нашему учителю, с которым мы будем еще сотрудничать. Спасибо большое этому музею, организаторам, которые позволили нам выставить эти работы. И я хочу представить нашу гостью Алину Егорову, которая согласилась открыть нашу выставку, украсить, Сделать настоящий праздник, да? Для меня большая честь выступать на этой выставке. Я очень люблю родную культуру, поэтому и песня моя будет о ней. Como la
Еще два славы.